Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире апрельский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы, а это моя очаровательная соведущая Коробейникова Стефания. Месяц выдался очень продуктивным на мероприятии, и мы спешим поделиться ими с вами. 5 апреля Головной колледж отметил свой 19-й день рождения. В этот день на центральной площади города Ижевска состоялся праздничный смотр строя и песни. Курсанты показали достойный уровень подготовки и порадовали жителей города слаженным маршем и патриотичными песнями. А также сотрудники и курсанты колледжа организовали праздничный автопробег по центральным улицам Ижевска. Мы дарили праздничное настроение каждому жителю города и получали незабываемые эмоции и поздравления для нашего колледжа. Благодарим каждого, кто внес частичку себя в этот невероятный перформанс. Мы от всей души еще раз поздравляем всех сотрудников и курсантов. В апреле курсанты Головного колледжа и наших филиалов приняли участие в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий 2023 по 3 компетенциям: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность и правоохранительная деятельность. Это были насыщенные соревновательные дни, которые показали высокий уровень подготовки наших курсантов. Поздравляем победителей! С 3 по 9 апреля в Йошкар-Оле состоялась неделя здоровья. Каждый день курсанты участвовали в различных мероприятиях, связанных с пониманием здорового образа жизни, правильным питанием, закаливанием и физическими нагрузками. В Йошкар-Оле 4 апреля курсанты филиала посетили дискуссионный клуб «Твой взгляд». Мероприятие проходило в рамках молодежного проекта «Памяти предков великих будем достойны». В ходе разговора курсанты пришли к выводу о том, что необходимо бороться за сохранение нравственности, честности и любви. 13 апреля курсанты колледжа приняли участие в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок». Игра проходила очень насыщенно и захватывающе, ведь важно не только знать правильный ответ, но и не растеряться, выстрелить первым. Эмоции зашкаливали, но нашим курсантам удалось подчинить себе напряжение, страсть и азарт игры, чтобы показать отличные результаты и одержать победу. По доброй традиции в стенах нашего колледжа совместно с Удмуртским региональным отделением ВСКС прошла благотворительная акция «День донора». Наши курсанты не только сдают кровь, но и активно помогают медицинским работникам. Благодарим всех за участие и помощь в этом важном деле. На базе нашего филиала с 17 по 20 апреля состоялись совместные тренировки курсантов специальности защиты в чрезвычайных ситуациях с пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Спасатели наглядно продемонстрировали курсантам, как нужно действовать в чрезвычайной ситуации, подробно разбирая теорию и практику. 17 апреля – День советской пожарной охраны. Ветераны-огнеборцы свой профессиональный праздник отмечают именно в этот день. Наши курсанты приняли участие в чествовании ветеранов в церемонии возложения цветов к памятнику пожарным спасателям в Йошкар-Оле. И в качестве подарка группа барабанщиц колледжа исполнила торжественный марш. 20 апреля мы посетили невероятно трогательный спектакль под названием «Отрочество». Мы благодарим режиссера и всю творческую группу театра за представленную возможность увидеть столь проникновенное выступление. С 21 по 23 апреля в Глазове состоялся фестиваль студенческого творчества «Удмуртия заряжает». Наш театральный коллектив с большой буквы под руководством Екатерины Дмитриевны Углановой занял первое место в театральном направлении малых форм среди профессиональных образовательных организаций. От всей души поздравляем курсантов с заслуженной победой. Это невероятный старт на их творческом пути. 21 апреля в Ульяновске состоялась плановая аттестация для курсантов 3-го курса на приобретение статуса «Спасатель». Все прошли аттестацию на отлично и в скором времени пополнят ряды сотрудников структуры МЧС. 22 апреля всех добровольцев-спасателей объединил один очень важный праздник.
Всероссийский студенческий корпус спасателей отпраздновал 22-ю годовщину своей молодежной организации. В Головном колледже и филиалах состоялись торжественные построения и награждения добровольцев региональных отделений ВСКС. Благодарим и гордимся каждым из вас! В честь дня рождения ВСКС на базе Головного колледжа прошел плановый просветительный урок по поддержке добровольчества в сфере культуры, безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской республики. По завершению встречи для наших уважаемых гостей добровольцы-спасатели, курсанты колледжа продемонстрировали свои профессиональные навыки в проведении спасательных работ на высоте при помощи навесной переправы. Мы рады встрече и ждем вас в гости снова. В память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в Ульяновском филиале прошел открытый урок без срока давности. В формате видеофильма, основанного на хронике и деловой игры, курсанты разобрались в понятиях нацизм, фашизм, геноцид, изучили факты и хронику преступлений нацистов в отношении мирных жителей. Открытый урок не оставил равнодушных. В Ульяновске в рамках реализации программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации филиал посетил ветеран МЧС России Фирсов Александр Владимирович. Беседа прошла очень насыщенно и увлекательно. Благодарим Александра Владимировича за визит. Одним из важных событий для нашего филиала в Йошкар-Оле стало торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Ярким событием стала ярмарка воспитательных идей, где ребята представили самые интересные направления работы своих учебных заведений. Наши курсанты рассказали о добровольческом отряде студентов-спасателей, показали профессиональное оборудование и продемонстрировали умение работы с ним. В апреле произошло еще одно знаменательное событие. На базе Центрального спасательного отряда ВСКС состоялось торжественное построение студентов-спасателей в честь 22-го дня рождения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В рамках мероприятия нашему председателю Удмуртского регионального отделения ВСКС Королюку Эдуарду Владимировичу вручили благодарственное письмо президента Российской Федерации за вклад в развитие молодежного добровольчества в области культуры, безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Поздравляем от всей души! Курсант нашего филиала Посохова Диана заняла почетное первое место в 7-м Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения», организованном Главным управлением МЧС России по Республике Марий-Эл в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования культуры, безопасности, жизнедеятельности. Поздравляем! Наши курсанты, члены Российского движения молодежи и добровольцы Марийского регионального отделения ВСКС приняли участие в международной акции «Сад памяти». Памятные деревья, высадку которых посвятили героям-спасателям, появились на лесной территории, пострадавшей от пожаров. Всего совместными усилиями было высажено 3000 саженцев сосны. В рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения курсанты филиала посетили музей «Молодая гвардия» СОЖ номер 21 города Сарапула. На экскурсии курсанты узнали историю создания музея и школы. Ура! Поздравляем наш филиал в Сарапуле! Ибо вновь курсанты КГИМС доказали, где мы, там победа. Закончился городской проект для студентов «Триумф». Инициатором проекта является молодежный центр Сарапула, а участниками выступают студенты СПО города. Наши курсанты преодолели все туры этапов и вышли победителями гран-при конкурса. От всей души поздравляем победителей и желаем не останавливаться на достигнутом. 27 апреля в администрации города Ижевска состоялся уже ставший традиционным международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». В этот же день в Головном колледже и наших филиалах прошла ежегодная 8-я научно-практическая конференция. По итогам мероприятия победители были награждены дипломами, а остальные получили сертификат участника. Поздравляем и ждем на будущий год с новой темой выступления. Перейдем к новостям спорта. В Йошкар-Оле прошли республиканские турниры по волейболу среди девушек и юношей профессиональных образовательных организаций. В захватывающей борьбе среди юношей наш колледж занял первое место, а лучшими игроками турнира были признаны курсанты Даниил Липатников и Семен Тютюнников. Команда девушек заняла второе место, а Марина Павлова была признана лучшим игроком турнира. Поздравляем! В апреле курсанты филиала приняли участие
традиционных для Ульяновской области легкоатлетических эстафетах. Наши команды выступили блестяще. Команда юношей показала отличный результат и заняла 2-е место, а команда девушек стала чемпионом района. А по итогам 79-й городской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Ульяновская правда» команда девушек в очередной раз вошла в 3 лучших. Поздравляем наших спортсменов и желаем не останавливаться на достигнутом и всегда бежать вперед к своей мечте. 21 апреля в Пушкинском парке Сарапула наши курсанты приняли участие в спортивно-просветительской игре «Мы за активное отношение к будущему». Курсанты участвовали в 3 эстафетах, где в каждой из них важна была не только скорость, но и знание положений избирательного законодательства и Конституции Российской Федерации. 22 апреля в Головном колледже и наших филиалах прошел очередной день открытых дверей. Абитуриенты и их родители поближе познакомились с учебной и внеучебной деятельностью нашего учебного заведения, смогли подробнее узнать о каждой специальности и получили ответы на интересующие вопросы. Спасибо, что посетили нас, и надеемся, что в скором времени мы увидим вас уже в качестве курсантов. Следующий день открытых дверей состоится 20 мая, уже после мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Всю подробную информацию вы найдете в наших социальных сетях. Праздничного фейерверка в День Победы в Ижевске, как и в других российских городах, на этот раз не будет. А вот парад состоится. Накануне на центральной площади колонны тренировали строевой шаг. Готовность расчетов к 9 мая оценила и съемочная группа «Вестей». До начала репетиции пешие расчеты собираются рядом с центральной площадью. Курсанты Эльза Волгина впервые готовится к своему первому параду. Не скрывает, волнуется. Для меня в первую очередь это огромная честь принять участие в таком великом празднике. Для меня это честь в том плане, что я все равно через себя несу память о своих прадедушках, прабабушках, которые участвовали. К важному событию готовились тщательно, маршировали дважды в неделю. В этом году парад Победы соберет под знамена 2000 человек. Это 43 парадных расчета – школьники, студенты, силовики и сотрудники предприятий. А на этом выпуск новостей подошел к концу. С вами были мы, Варич Виктория И Коробейникова Стефания. Желаем вам отличного настроения и до новых встреч!